С повышением пенсионного возраста правительство страны столкнулось с задачей трудоустройства большого числа работников предпенсионного возраста. Тогда же в Минтруда России взялись за разработку программы поддержки этой категории сотрудников. Она уже показывает свою эффективность. К примеру, на заводе автоприцепов в сельском поселении Плиево жители учат профессии в теории и на практике. Здесь специальный электромагнит. Вот при включении он прилипает к любой металлической плоскости. Вы можете сверлить потолок, стены, что угодно. Алихан Тачиев – строитель с многолетним стажем, но сейчас решил освоить новую для себя профессию. Он уверен, что знания и новые навыки никогда не помешают. После курса обучения намерен трудоустроиться, и предложение уже есть. Главное – желание учиться. И специальность дополнительная, она в жизни пригодится. Дополнительная специальность – это чтобы не сидеть дома, работать. После окончания рабочие места должны быть. В первой половине дня студенты, как их шутя здесь называют, проходят лекции, а затем практические занятия. Радимхан Евкурова считает, несмотря на то, что в этой профессии большинство мужчин, ее работа самая ответственная и требует бережного отношения. Тут больше необходима женская рука. Служительский центр занятия санат приоритет. То грязно, что все декреты жуасос. Шимбетта дишты трогос. Шиботан чекболса. Клёпушкерса. Хат аж издукас, клёпатукас, прицепш. Да, бас халбас, сундига дукпиз бомбибух. Как отмечает руководство завода, слушатели у них внимательные и ответственные. Кого-то уже рассматривают как своих будущих коллег. На таком производстве на специалистов за станком ложится большая ответственность, потому важно объяснять все как можно доступнее и проще. Главное, что для резчика, это выбор пилы. Значит, что имеется в виду? Пилы, они бывают разные, количество зубьев, величина зубьев. От этого зависит скорость резки. Применяют их в зависимости от толщины металла. По сути, мы создаем работников машиностроения. Здесь происходит обучение станочников широкого, узкого профиля, операторов станков с программным управлением, наладчиков станков. Далее мы еще обучаем, клепальщиков, вальцовщиков, ряд других профессий, порядка 10 основных рабочих профессий для машиностроения и сопутствующих. Слушателям ежемесячно полагается выплата 12 130 рублей. Обучающие курсы для жителей предпенсионного возраста на предприятиях проводят по договору с Центром занятости. За подготовку каждого из них организациям полагается свыше 45 тысяч рублей. После обучения возможно последующее трудоустройство. Обучение будет проходить 2 месяца. С 1 июля началось наше обучение, до конца августа оно будет продолжаться. Данный проект, целью данного проекта является улучшить качество старшего поколения, чтобы они были более востребованы на рынке труда, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Обучают граждан предпенсионного возраста наиболее востребованным специальностям в республике. Этот перечень утверждают в региональном правительстве, учитывая специфику рынка труда. Светлана Томова, Мэрбек Мержоев. Новости 24.